Противостояние атлетов на борцовских коврах начинается с традиционного сигнала рефери. Из первых секунд встречи двух легковесов становится ясно: вольный стиль борьбы не для слабаков. Здесь разрешены захваты ног и подсечки. Физические данные спортсмена отходят на второй план. Важнее техника. На удачу здесь никто не надеется, да и не принято это среди спортсменов. Ребята даже на последних секундах стараются вырвать победу. Секунданты все на эмоциях, спортсмены изо всех сил пытаются реализовать поставленные тренером установки на бой. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей проходит по 8 возрастным категориям. Присутствуют спортсмены с различных спортклубов республики. Также здесь присутствуют спортсмены спортклуба «Чингиз». Джабраил, ассаламу алейкум. Расскажите, сколько спортсменов вы сюда привезли за участие? Наших 7 спортсменов тут, борцов-вольников. Этот турнир посвящен памяти депортации войнахов. Турнир проходит на высшем уровне. Хотел бы поблагодарить Михаила Картоева, директора спортивной школы Далакова. Тут часто проходят турниры большого уровня. Всероссийские, межрегиональные, республиканские. И всегда тут бывает приятно прийти, посмотреть, поболеть, а также заодно посмотреть мастерство наших спортсменов. Вот такие турниры дают нам возможность посмотреть, кто на что способен и как готов. И отсюда мы уже идем дальше на СКФО и на Россию. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей – отличная возможность проявить себя и набраться при этом опыта. Проход ноги, волосы, 4-бальный аяқ колыш. Но звучит гонг, объявляется перерыв. Перед финальными поединками старейшины и религиозные деятели села Далаково читают мавлид, произносят дуа в памяти жертв погибших в годы депортации. Трагедия, затронувшая каждую без исключений семью, до сих пор отзывается болью в наших сердцах. Но утешение в том, что испытаниям Всевышний подвергает своих любимейших рабов. Турнир, посвященный жертвам депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Сибирь, продолжается выступлениями финальных поединков. И уже определился один из победителей. Мухаммед Батажев заберет с собой в Троицкое первое место. Открытый республиканский турнир на призы братьев Картоевых стал основной частью запланированного мероприятия. Кроме того, малоимущим жителям Далакова раздали сага. Вот этот турнир, именно вот эти братья Картоевы, Мурат и Калой, проводят 3-й год подряд. И инициатива была ихняя вести, так как не было у нас никаких турниров, посвященных Дню траура, Дню депортации ингушского народа. Вот мы ввели, согласовывая между собой, Калой, Мурат и мы решили проводить ежегодно вот этот турнир. Это уже 3-й год подряд идет этот турнир. Саг дойдет, я думаю, человек до 50, до 60. Ну, угощение, там обед, молот читаем. Уважаемые и почетные гости, на любом ингушском мероприятии это, конечно, старейшины и религиозные деятели, которые и словом, и делом призывают к добру, миру и состраданию. Тоже не ушли без символических презентов. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.